Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Министр иностранных дел Абхазии Даур Ковы принял участие в Международном экономическом саммите «Россия. Исламский мир. Казань. Саммит-2021», который с 28 по 30 июля проходил, как следует из названия, в Казани. Глава внешнеполитического ведомства республики принял участие в этом представительном форуме по приглашению президента Татарстана Рустама Минниханова. По сообщению сайта МИД, в рамках саммита министр иностранных дел встретился с президентом Международной ассоциации исламского бизнеса Маратом Кабаевым. Даур Ковы и Марат Кабаев обсудили перспективы сотрудничества. Отметим, что Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских стран. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения «Россия. Исламский мир», председателем которой является президент Татарстана Рустам Минниханов. Другим значительным событием для международной повестки нашей страны стал рабочий визит Даура Ковы в Никарагуа. Ранее в прессе сообщалось, что во время его встреч с руководством страны обсуждались вопросы двустороннего абхазо-никарагуанского сотрудничества. В частности, речь шла о налаживании экономических связей. Также известно, что в рамках рабочего визита в Никарагуа министр иностранных дел Абхазии встретился и с руководителем Нацассамблеи республики Густавом Порос-Кортесом. Стороны обсудили возможность установить межпарламентские отношения. Больше подробностей об этих двух поездках мы узнаем, что называется, из первых уст. И сейчас предлагаем вам интервью с министром иностранных дел Абхазии Дауром Ковы. Здравствуйте, Даур Вадимович. Добрый вечер, Ариф. Прежде всего, нам хотелось бы остановиться на том саммите, в котором вы принимали участие в Казани. Скажите, как, на ваш взгляд, влияет участие нашей республики в таких саммитах? Почему это важно? Да, спасибо, Арифа. Как вы знаете, с 28 по 30 июля в Казани прошел экономический саммит. На этом саммите приняло участие порядка 60 стран, представители 60 стран. Были представители около 30 дипломатических миссий, аккредитованных в Российской Федерации, представители различных предприятий, бизнеса. Конечно же, наше участие, оно, на мой взгляд, было очень важным, потому что у нас была возможность на площадках этого саммита обговорить многие аспекты возможного сотрудничества Республики Абхазия с странами, которые были представлены на этом саммите. Удалось ли достигнуть каких-то конкретных, допустим, договоренностей, намечены ли какие-то планы на будущее? Вы знаете, да, у нас есть предварительные договоренности с представителями ряда стран, ряда организаций. Мы планируем, пока в стадии проработки находится возможность проведения на территории Республики Абхазия гуманитарного форума, в котором будут принимать участие представители этих стран. Говорили непосредственно с рядом предприятий, которые заинтересовались Республикой Абхазия, о возможности того, чтобы начать свою деятельность на территории нашей страны. Хочу отметить, я об этом говорил, что очень мало информации о нашей стране в этих странах. И поэтому, когда у нас был диалог, задавали очень большое количество вопросов, связанных с Абхазией, связанных с законодательством, которое действует у нас в стране, с вопросы, которые были нацелены на возможность инвестировать в Абхазию, какие гарантии могут предоставлять, которые может предоставлять наше государство потенциальным инвесторам.
То есть все эти вопросы, они имели место быть, и была достаточно, скажу, высокая заинтересованность среди представителей этих стран. Но, как я понимаю, в первую очередь это был все-таки международно-экономический саммит. И вот Абсолютно верно. участвовали ли в нем, например, в этот раз представители Минэкономики, или, может быть, это планируется на будущих таких саммитах, потому что понятно, что он проводится ежегодно, насколько мне известно. Нашу делегацию должна была возглавлять вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Константиновна Узган. Но, к большому сожалению, так сложилось, что в этот период у Кристины Константиновны она была в Москве. И вы знаете, что как раз в это время те встречи, которые были у нашего президента Аслана Георгиевича Бжани, вот Кристина Константиновна вместе с ним участвовала в этих встречах. Вот. Поэтому она не смогла принять участие именно в этом саммите. Но планировалось, что возглавлять делегацию будет непосредственно она. Вот. Поэтому в этот раз наша делегация была представлена мной и министром по туризму Таймуразом Владимировичем Хижбо. Также на саммите по приглашению Международной ассоциации исламского бизнеса, которую возглавляет Марат Хафизович Кабаев, приняли участие в работе этого саммита депутаты нашего парламента. Да, это очень То есть интересно. делегация у нас была достаточно. Да, я не сомневаюсь. А как вы думаете, возможно было бы проведение этого саммита здесь, в Абхазии? Ну, если гипотетически рассуждать. Мы как раз обговаривали возможность проведения саммита не экономического, а гуманитарного на территории Республики Абхазия. Потому как я говорил о том, что представители различных стран выразили достаточно серьезную заинтересованность того, чтобы работать в Абхазии. Вот. Но опять-таки отсутствие должной информации в их странах об Абхазии, конечно же, привело к тому, что у многих не было понимания, как и с чего начинать. И поэтому была пока достигнута предварительная, еще раз повторюсь, договоренность того, чтобы провести подобного рода саммит, который позволит дать ответы на очень многие вопросы для тех участников, которые готовы работать непосредственно с Республикой Абхазия. Даур Вадимович, вы затронули очень интересную тему как раз о такой информационной небольшой, ну, достаточно серьезной, в принципе, изоляции Абхазии. Вот вы говорите уже второй раз, повторяете о том, что во многих странах о нас очень мало информации. Как вы думаете, что могло бы делать Министерство иностранных дел, а также вообще наше государство, чтобы преодолеть вот эти вот информационные барьеры? Ну, Арифа, я полагаю, что мы все знаем, что все эти годы основная борьба ведется, конечно, в информационном поле. Вот, и наше государство прикладывает все возможности для того, чтобы эту информационную блокаду прервать. Ну, конечно же, мы понимаем, что этих усилий недостаточно, нужно наращивать информационные потоки, да, о нашей стране, о наших ресурсах. Поэтому здесь, я полагаю, не только Министерство иностранных дел должно быть задействовано и вовлечено в эту работу. Это более такой, наверное, некий широкий спектр вопросов, которые мы все вместе должны попробовать освоить и реализовать на практике. Спасибо большое. Теперь я хотела бы немного о другой теме, о вашем рабочем визите в Никарагуа. Вот вы недавно там побывали, в принципе, довольно подробно рассказывали о нем в различных СМИ. И тем не менее, хотелось бы, чтобы вы еще раз вот специально для абхазского телевидения подвели некие самые важные итоги этой поездки. Ну, 15 июля состоялся рабочий визит в Республику Никарагуа. К большому сожалению, в прошлом году нам не удалось этого сделать из-за ограничений, которые существовали, из-за распространения ковида. Вот. Но в этом году нам удалось приехать, и в рамках рабочего визита, вы знаете, состоялись встречи с руководством страны, а также мэрами городов Гранада и Леон, где мэры выразили заинтересованность в том, чтобы установить побратимские отношения с городами Республики Абхазия. Сейчас мы занимаемся этим вопросом.
Вот. Были встречи с президентом Национальной ассамблеи Никарагуа, говорили о возможном развитии межпарламентского сотрудничества между Абхазией и Никарагуа, вернее, не о возможном развитии, а о углублении этих отношений. В частности, мы говорили о необходимости и возможности того, чтобы в рамках парламента Республики Абхазия и в рамках Национальной ассамблеи Никарагуа были созданы группы дружбы, соответственно, Абхазии и Никарагуа. Вот. И, как вы знаете, в ноябре месяце в Никарагуа будут проходить президентские выборы, вот, в связи с чем в адрес Республики Абхазия будет направлено приглашение для того, чтобы наши представители в качестве наблюдателей могли принять участие в предстоящих президентских выборах. Вот. Были встречи с министром экономического развития Никарагуа. Конечно же, есть заинтересованность в том, чтобы продумать возможность экспорта никарагуанской продукции на территорию Республики Абхазия. Продукция, которая широко распространяется никарагуанцами, экспортируется, это какао, это тростник, это кофе, ну и, естественно, это ром, чем очень славится Никарагуа, плюс табак. Вот. Мы говорили обо всех этих вопросах, но сейчас будем думать предметно над тем, как выстроить вопросы логистического характера, чтобы вся эта продукция могла попасть на рынки Абхазии, либо использовать Абхазию как некую транзитную площадку для последующего реэкспорта этой продукции на российские рынки. И к тому же вот среди перечня товаров, я вот не отметил, очень славится никарагуанское мясо, говядина, которая имеет достаточно широкий охват экспорта в странах Америки, вот, Центральной Америки. Поэтому все эти вопросы мы обговаривали, понимание есть, желание есть, но сейчас будет вестись более детальная работа над этими предложениями, которые мы привезли с собой. Да, это очень важные предложения, прежде всего, конечно, экономического характера и межпарламентские связи. Это тоже, безусловно, очень важный элемент. Но хотелось бы немного о другом поговорить. Вот как вам кажется, каковы перспективы политики признания в этом регионе? Потому что нас признала Венесуэла, в которую, кстати, вы не попали, хотя намеревались из-за сложной там обстановки с COVID-19. Но как вам кажется, что можно было бы, чего ждать от этого региона в смысле продвижения признания независимости Абхазии? Вы знаете, абсолютно верно. Мы сейчас продумываем возможность того, чтобы в Никарагуа учредить наше посольство. Вы знаете, что у нас сегодня наш посол Абхазии в Венесуэле, Заур Константинович Гваджава, он по совместительству также является послом Абхазии в Никарагуа. Но сегодня вот именно для реализации тех вопросов, которые вы озвучили, мы понимаем, что нам необходимо, чтобы на территории Никарагуа функционировало полноценное посольство. И эти вопросы мы также обговаривали и с руководством Никарагуа во время визита. Непосредственно об этом был разговор с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой. Далее были встречи в Министерстве иностранных дел. Поэтому мы будем планировать, и я думаю, что у нас все получится, и к следующему году мы сможем учредить полноценное посольство на территории Никарагуа. Конечно, это даст нам возможность более активнее работать на латиноамериканском континенте. В первую очередь для решения этих вопросов, естественно, нужны люди. Люди, которые будут присутствовать там, на месте, вот, и, соответственно, решать поставленные перед ними задачи. Спасибо большое за подробный экскурс и за то, что ответили на наши вопросы. Спасибо вам.
Далее к событиям, которые сейчас происходят в соседней Грузии. Эти выходные были отмечены сразу двумя ужасными смертями, которые случились в Тбилиси. При неясных обстоятельствах погиб азербайджанский оппозиционный активист Хусейн Бакиханов, который был сначала избит группой людей на улице, а потом выпал из окна гостиницы «Румс». По утверждению очевидцев, это было самоубийство, но многие друзья активиста склонны считать, что Бакиханов до самоубийства был доведен. Другим громким делом стало исчезновение, а потом, как выяснилось, жестокое убийство гражданки Австралии Шанеи Брук, тело которой с явными признаками насилия было найдено на горе Мтацминта в Тбилиси. Молодая австралийская женщина уже какое-то время жила в Батуми и зарабатывала на жизнь преподаванием английского языка и планировала остаться в Грузии на все лето. Однако решение провести выходные в Тбилиси стало для нее роковым. Еще не утихло в Тбилиси эхо другой громкой смерти телеоператора Лексо Лешкарава, который был избит крайне радикальными группами и вследствие полученных травм скончался. Эта смерть стала причиной массовых протестов и требований отставки правительства, которые все еще держат общество в тонусе. И вот опять новые громкие случаи смертей в Тбилиси. Один из главных оппозиционеров сегодняшней Грузии, кандидат в мэры Тбилиси и председатель единого национального движения Ника Мелия, на своей страничке в Facebook обвинил власти в том, что Грузия перестала быть безопасным местом, а Тбилиси никак не тянет на слоган «Город полный жизни». Цитата: «Тбилиси с каждым днем становится все более опасным для жизни городом. Повторяю, для жизни. Тбилиси, город полный жизни, остается всего лишь слоганом правительства, находящегося в сговоре с криминальным миром. Тбилиси становится опасным для тбилисцев, для приезжих из других городов и сел Грузии, а также для иностранцев и туристов. Факт, что Тбилиси безопасен для преступников, которые действительно в безопасных условиях убивают наших граждан и туристов», отметил Мелия. Дальше он перекладывает всю вину за происходящее на правящую партию «Грузинская мечта». В свою очередь, представители этой партии говорят, что оппозиционеры лишь используют в политических целях отдельно взятые трагические инциденты, которые происходят в стране. На этом фоне особенно важным событием стал выход правящей партии «Грузинская мечта» из так называемого соглашения Шарля Мишеля. Имеется в виду соглашение между правящей партией и оппозиционными движениями по выходу из политического кризиса, которое было подписано 19 апреля этого года при немалой посреднической роли председателя Евросовета Шарля Мишеля, посла США Келли Дегнан, посла Евросоюза Карла Херцеля. То есть, по сути, как мы помним, в разгар политического кризиса в Тбилиси, чтобы помирить оппозицию и власть и помочь им вступить на путь демократии, в Тбилиси высадился целый десант высших дипломатических чинов Европы и США. И они, надо сказать, приложили немалые усилия, чтобы хоть на время, но воцарился мир. И теперь грузинская мечта заявила о своем выходе из этого соглашения, что, безусловно, в Европе приняли за пощечину. Грузинская мечта пошла на очень неожиданный и опасный для интересов Грузии шаг, заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон. Прибывшая с визитом в Грузию, она жестко раскритиковала решение правящей партии выйти из соглашения Шарля Мишеля. «Боюсь, что после решения грузинской мечты отменить соглашение 19 апреля Грузия оказалась намного дальше от Европейского Союза, чем она была 3 месяца назад. Скажу больше, это не впервые, когда грузинская мечта не выполняет свое обещание. Отмена соглашения нарушает доверие и делает грузинскую мечту субъектом, который не заслуживает доверия», считает депутат. Обоснование выхода из соглашения неубедительно и несерьезно. Это очень разочаровывающее решение, которое не идет на пользу Грузии, оно не идет на пользу ее народу, ее отношениям с международным сообществом. Решение грузинской мечты пошло только на пользу Кремлю, заявила фон Крамон. Далее депутат Европейского парламента намекнула на то, что, возможно, этот шаг правящей партии приведет и к отмене какого-либо серьезного финансирования из Европы. Цитата: «В марте мы говорили о возможности остановки транша. По реакции коллег в Европарламенте я могу сделать вывод, что они серьезно задумываются над этим», отметила фон Крамон. Председатель грузинской мечты Кабахидзе, однако, уверен, что никаких проблем с Евросоюзом не возникнет и курс на присоединение к нему в 2024 году взят успешно. Однако же западные дипломаты радужные взгляды грузинского политика не разделяют. Сам Шарль Мишель лаконично отметил, что он
принял к сведению решение мечты выйти из договора, над которым он так кропотливо работал. А официальный представитель Госдепа США Нед Прайс сказал по этому поводу следующее. Выход партии «Грузинская мечта» из соглашения от 19 апреля подрывает согласованный путь продвижения страны через необходимые реформы и несет в себе риски, что страна вернется к политическому кризису. Спецпредставитель Генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Апатурай также осудил выход грузинской мечты из соглашения 19 апреля и подверг сомнению в таком случае вероятность вступления страны в Североатлантический альянс. Цитата. «Решение грузинской мечты выйти из соглашения от 19 апреля вызывает глубокое сожаление. Это соглашение определяет наилучший путь для реформ, которые принесут пользу Грузии и помогут ей продвинуться по евроатлантическому пути», заявил представитель НАТО. Впрочем, как отмечает «Эхо Кавказа», западные партнеры Грузии недовольны не только грузинской мечтой. В критических комментариях фигурирует и единое национальное движение, которое и вовсе не подписало документ. Пожалуй, это все темы, на которых мы хотели бы сосредоточить ваше внимание на этой неделе. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать самые важные и интересные события вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.